Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем серию вебинаров о жизни глухих и слабослышащих детей и людей. О жизни наших замечательных детей с нарушениями слуха. Меня зовут Карепина Наталья Александровна. По образованию я учитель-логопед и в данный момент учитель начальных классов в школе-интернате для детей с нарушениями слуха. И моя коллега Скорнякова Елена Васильевна, учитель, сурдопедагог, работает воспитателем и учителем в нашем учреждении. Тема нашего сегодняшнего вебинара – профессиональная ориентация, трудоустройство людей с нарушением слуха. Проблема включенности в сферу трудоустройства и занятости людей-инвалидов на сегодня является наиболее актуальной. По статистике, каждый 9-й житель планеты с нарушением слуха. И в России проживает более 13 миллионов таких людей. Сталкиваясь с такими людьми, слышащие люди часто испытывают неловкость. Глухота окутана рядом мифов. Пораженных ею людей часто считают замкнутыми, необщительными. Кроме того, многие путают понятия глухой, слабослышащий и глухонемой. Глухонемота, при которой человек не может говорить, в последнее время почти не встречается. Многие глухие овладевают звучащим языком при помощи слуховых аппаратов, либо имплантации в последнее время, или чтения по губам. Некоторые обучающиеся ему обучаются билингвальным методом, то есть используют для общения и жестовый язык. Часто эти методики применяются в совокупности. Поэтому, встретив случайно глухого, вы можете даже не понять, что с ним что-то не так. Если собеседник прочитает вашу речь по губам или хорошо ее расслышит при помощи индивидуальной звукоусиливающей аппаратуры, его ответ не вызовет у вас никаких подозрений. Дети с нарушениями слуха в Республике Коми обучаются как в массовой, так и в специальной коррекционной школе-интернате номер 4. Но большой проблемой является то, что в Республике Коми нет специального дошкольного образования для детей с нарушением слуха. Поэтому дети поступают к нам в школу абсолютно не подготовлены к обучению, без словаря, без элементарных математических представлений. Многие даже без голоса и абсолютно не социализированные. Работа по профориентации в нашей школе начинается с младших классов. Считаем, что очень важно знакомить детей с различными профессиями с раннего возраста.
Как мы знаем, любой ребенок любит играть. И именно в игре он учится социализации, распределению ролей, а в правильно организованной игре быстрее овладевает словарем, получает первый опыт и ясные представления о той или иной профессии. Проводятся у нас и сюжетно-ролевые игры в начальном звене. В ходе которой знакомятся с новыми словами, которые в дальнейшем применяют в своей жизни. Помимо этого, во всех классах, начиная с младшего звена, проводятся экскурсии на социальные объекты, предприятия, а также ведется тесное сотрудничество с Центром занятости. В среднем и в старшем звене обучающиеся участвуют в творческих проектах «Моя будущая профессия». В школе организуются встречи с выпускниками, которые успешно трудоустроились или в чем-то себя реализовали. Уже много лет в школе работает творческий коллектив «Радость», в котором дети с нарушением слуха занимаются хореографией, исполнением песен на жестовом языке. Дети этого коллектива – частые участники фестивалей, конкурсов муниципального, республиканского, всероссийского значения. Они имеют множество наград, победителей и призеров. Занимаясь в этой творческой группе, дети развивают свой эстетический вкус, учатся вслушиваться в музыкальные произведения, передавать их красоту через движение, пластику, мимику, выражая свои переживания и чувства. Развивают свое воображение, фантазию, образное мышление и артистизм. Кто-то с детства уже решил, чем будет заниматься в будущем, и неотступно следует за своей мечтой. А кто-то много лет ищет себя, набивая шишки, и лишь в зрелом возрасте приходит к осознанию того, кем он должен быть. При выборе профессии каждый из нас руководствуется личными пристрастиями, природным талантом, ну или же идет по стопам родителей. Этот путь тернист, но некоторые препятствия могут быть непреодолимыми. Даже здоровые люди иногда сложно найти работу. Что говорить о тех, кто лишен одного из важнейших органов чувств слуха? Трудности с трудоустройством возникают в связи с состоянием здоровья, в данном случае нарушение слуха. Также нежеланием работодателя принимать на работу человека,
имеющего ограничения. Ну и низкая информированность о предоставляемых вакансиях. Ну, естественно, возникает вопрос, а может ли глухой человек получить достойное образование и реализовать себя в трудовой деятельности? Водить машину, играть в театр. Из статистики следует, что сейчас в России люди с нарушением слуха наиболее востребованы в рабочих профессиях, таких как токарь, плотник, электромонтажник, автомеханик. С каждым годом растет число работодателей, которые имеют опыт сотрудничества с неслышащими людьми. Среди них представители сети магазинов «Пятерочка», «Ашан», представители популярной сети ресторанов и быстрого питания KFC, которые давно и успешно предоставляют работу глухим людям. Работодатели признаются, что сначала другие работники испытывают трудности при общении с неслышащими людьми. Им некомфортно. Но потом быстро понимают, что глухие совсем не отличаются от них. Они такие же умные, веселые, умеющие старательно выполнять свою работу. А в Яндекс.Такси на сегодняшний день работает несколько тысяч глухих и слабослышащих водителей. Из них 20 человек в Сыктывкаре, 5 человек в Ухте. Это кажется невероятным, но сотрудники с нарушениями слуха имеют в Яндексе наиболее высокий рейтинг, чем обычные водители, а размер их чаевых на 78% выше. Современные технологии позволяют людям с глухотой освоить не только рабочие профессии, но и получать высшее образование во многих крупных городах. Как в группах со слышащими людьми, так и в специальных группах, где работают переводчики жестового языка. Это прекрасная возможность проявить себя в интеллектуальной и творческой сферах. Люди с глухотой находят свое призвание и в искусстве. В Москве есть первый в мире стационарный профессиональный театр глухих актеров. Он основан в 1963 году. Сценические средства выразительности в этом театре основаны на пластике, элементах пантомимики, музыке, танцах. Жест, доведенный до совершенства, делает спектакль доступным не только глухому, но абсолютно любому зрителю. Происходящее на сцене синхронно озвучивается профессиональными дикторами. В театре мимики и жеста
нашли себя не только актеры и режиссеры. Там служат хореограф, директор, постановщик пластических этюдов, художник по костюмам, осветитель, гример и другие специалисты с нарушениями слуха. Отвечая на поставленные вопросы, может ли глухой человек получить достойное образование, водить машину, найти работу по душе, играть в театре? Можем сделать вывод, что глухие могут все. Сейчас во всех городах России, в том числе и в Сыктывкаре, ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства Обилимпикс, которые помогают не только людям с инвалидностью и ОВЗ выйти из своего узкого восприятия мира, адаптироваться в обществе и успешно трудоустроиться, но и предоставляют возможность работодателям найти талантливых соискателей. В некоторых городах России проводят ярмарку вакансий. Это крупная площадка, на которой люди с инвалидностью могут найти работу, а работодатели – прекрасных сотрудников. На этой площадке негативные стереотипы меняются деловыми подходами, доверительными отношениями, где менеджеры общаются с соискателями и узнают о их потенциале. Было бы очень хорошо, если бы подобная площадка открылась и у нас в Сыктывкаре. Все.